По традиции, 2 раза в год проходит общее заседание Национального совета. В прошлый раз Милли Шура собиралась летом на съезд Всемирного конгресса татар. Тогда прозвучали такие важные для всех татар предложения, как сохранение языка, культурного и исторического наследия. Этот огромный пласт требует полной организации, считают в Совете. Поэтому сегодня предложили создать несколько специализированных комитетов. 75 членов Милли Шуры распределят по направлениям. Кто себя где видит, это тоже хорошо. Не то, что вот тебя назначили и все, а где ты сможешь быть более полезным. Поэтому в области культуры, вот направление культуры, если бы я был бы полезным, был бы очень рад. Кроме этого, будет создан еще один коллегиальный орган. Бюро Национального совета, это будет 15 человек. И они уже, если Милли Шура будет собираться в год 2 раза, то бюро будет каждый квартал собираться. И сегодня здесь же продолжился форум «Деловые партнеры Татарстана». Программа второго дня форума традиционно насыщенная. Попутно заседание Милли Шуры здесь проходит дискуссия на тему инвестиционной привлекательности Татарстана. Новые возможности и имеющиеся связи обсуждают и закрепляют делегаты и эксперты. И он формирует каталог сделок. Впервые деловая часть форума проходит при поддержке Торгово-промышленной палаты республики. В сложившихся условиях требуется объединить возможности всех предпринимателей татар, чтобы обеспечить максимальное импортозамещение. Для этого в Татарстане уже год работает республиканский маркетинговый центр, где видно, что и кому нужно. Для того, чтобы и директор завода, и простой предприниматель, поставщик знали, а что же нужно, что замещать. И получается, та продукция, которую ранее закупали, есть предложение аналогичной по характеристикам, но уже производства либо лояльных к нам стран, либо России, конечно, Россия тоже производит. К тому же и бизнес, и промышленность готовы сотрудничать с республикой из ее инвестиционной и туристической привлекательности, говорят участники форума. Допустим, в Казань, я думаю, люди сперва приезжали в 2007 годах из-за аквапарка. Сейчас уже люди не только из-за аквапарка приезжают, но и из-за экскурсий. Посетить Кремль, посетить Туган-Аулын, посетить другие третьи локации. То есть Татарстан объединяет не только татар, но Татарстан притягивает людей всех национальностей. И все же сегодня в центре внимания татарские предприниматели. В Корстане собрались более 300 делегатов. И самое интересное, что здесь и татары собираются. И они между собой общаясь, еще понимают, как важно помогать своим соотечественникам в развитии и сохранении культуры языка. Делегация из Афганистана, пожалуй, единственные, кто не говорит на татарском, но прекрасно понимают окружающих. У всех общие корни и взаимные интересы. Татары Афганистана готовы возить в Казань вышивку, ковры, украшения, фрукты, а из республики интересные специалисты по добыче полезных ископаемых. В Афганистане порядка 30 шахт или месторождений, которые разрабатываются татарами Афганистана. Татарстан мог бы поучаствовать с точки зрения разработки месторождений и добычи полезных ископаемых. Девиз второго дня форума «Бизнес объединяет». Рамиль Шайдуллин, Ильсат Саитова, ТНВ, Казань.